Здравствуйте! И сегодня о самых важных событиях уходящей недели расскажем в информационном выпуске «События недели» на Галмедиа. С вами Амелия Бисмарк и коротко о главном. Инал Аршба одержал победу. Стали известны предварительные итоги повторных выборов в депутаты Галского собрания по округу номер 3. Правильный выбор профессии – залог успешного будущего. Репортаж программы. Узнать о своем здоровье за считанные секунды. ЦРБ города Гал поддержала ежегодную акцию «Сахар в норме». Накануне вечером стали известны предварительные результаты повторных выборов в депутаты Галского районного собрания по округу номер 3. За Инала Аршба проголосовало 76 избирателей, за Сурама Джинджоли – 31. За Ахру Кеквискири – 6 избирателей, и Роберт Гацерелия набрал 2 голоса от числа проголосовавших. Всего в ходе выборов 19 ноября проголосовало 123 человека. Об этом Галмедиа сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Галского района Джон Гулария. Выборы прошли в спокойной обстановке, нарушений и жалоб не зафиксировано. Выборы состоялись, депутатов местное собрание. По предварительным данным, Аршба набрал 76 голосов, Джинджолия 31, Кеквискири 6 и Гацерелия 2 голоса. Итого проголосовали всего 123 человека. Из них 16 по дополнительному списку. К счастью, прошло это все на хорошем, высоком организационном уровне. Ни одного замечания не было. Ни со стороны ни одной команды кандидатов в депутаты. И в целом, я считаю, что это успешно завершилось, в организационном плане эта кампания. Съемочная группа Галмедиа работала на избирательном участке практически в течение всего дня выборов. Смотрите репортаж Илоны Микава о ситуации на избирательном участке с утра и до полудня 19 ноября. Ровно в 8 часов утра открылся избирательный участок и начались повторные выборы в депутаты собрания Галского района по округу номер 3. Проведение голосования связано с кончиной действующего депутата Алика Бигвава. Баллотируются 4 кандидата – Сурам Джинджолия, Инал Аршба, Ахра Кеквискири и Роберт Гацерелия. С учетом дополнительного списка на участке зарегистрировано 193 избирателя. На 12 часов дня проголосовало 70 человек и 8 человек по дополнительному списку. К полудню 19 ноября выборы по округу номер 3 считаются состоявшимися. Явка превысила 25%. На основании тщательно проведенного мониторинга мы провели очень большую работу по четкому выявлению количества избирателей 3-го избирательного округа. 185 человек. Это то количество, которое сегодня у нас зарегистрировано. На сегодняшнюю минуту, это на 12 часов 10 минут, уже воспользовались правом избирать 78 человек. Из них только по 8 человек только по дополнительному списку. Это достаточно, это больше, чем 25%, и практически уже можно сказать смело, что выборы уже состоялись. Нарушений у нас никаких не было, все проходило в рамках регламента, в рамках законодательства по поводу испорченных бюллетеней, пока мы еще видеть мы не можем, но наблюдатели и члены избирательной комиссии помогают людям, особенно маломобильным людям, на основе четкого, без всякого ангажирования, четко, как проводить механизм голосования.
по каждому, кто в этом. Ну, сейчас молодым избирателям этого не надо, конечно, но уже пожилым людям, тем, которые не особо владеют русским языком, тем, конечно, мы помогаем, значит, четко все, чтобы на законных основаниях, значит, проводить выбор. Испорченный бюллетень будет считаться, если там поставленная галочка или крест не будут в рамках вот этого квадрата. Если слева от бюллетеня он пока, значит, ставит галочку параллельно этому квадрату, это считается уже недействительным. Или бывает часто, что бывает, это все мы знаем, зачеркивает всех кандидатов и оставляет якобы того, кого он хочет видеть. Это тоже уже испорченный бюллетень. Ни одного замечания со стороны кандидатов в депутаты по, значит, нарушению, по сегодняшнему нарушению агитации не обнаружено, не замечено. Работники, сотрудники, значит, ОВД делают четко свое дело. Сотрудники службы государственной безопасности тоже, значит, все на своих местах находится. Вот. Все идет в спокойной, дружелюбной обстановке. За порядком на голосовании следят наблюдатели от кандидатов, члены участковой избирательной комиссии и правоохранительные органы. По словам наблюдателей, выборы проходят в спокойной обстановке, нарушений и жалоб на данный момент не зафиксировано. Выборы проходят максимально пунктуально, максимально грамотно, тактично, честно, самое главное. От наблюдателей нет никаких замечаний в адрес, значит, организации. Пока все очень гладко проходит, на хорошем уровне, явка тоже очень хорошая. Впрочем, как и всегда, жители города проявляют очень активную свою позицию. Существуют определенные правила для заполнения заявлений, и члены комиссии обязательно показывают, как заполнить правильно и так далее. Потом люди, которые физически не могут это делать сами, по нашим нормам определенным разрешается с ними заходить в кабину сопровождающего. Избирательный участок 3-го округа, согласно закону, закроется в 8 часов вечера. Затем начнется подсчет голосов. До этого времени избиратели могут проголосовать за выбранного ими кандидата. Корреспонденты Галмедиа следят за итогами голосования. Илона Микава, Борис Цацуа, Бату Библая, Галмедиа. Мы помогаем донести проблемы населения до власти. О полномочиях и направлениях работы депутатов местного самоуправления рассказал корреспондентам Галмедиа председатель собрания Галского района Беслан Кантария. Районное собрание – это законодательный орган, который относится к местному самоуправлению. То есть мы, собрание, имеем право выносить какие-то законы по внутри района, утверждать бюджет района, имеем право тарифы, штрафы назначать в районе, но в то же время не имеем полномочий менять и дополнять или же вносить какие-то изменения в решения парламентские, в решения Кабинета министров и администрации президента. Все остальное является компетенцией районного собрания. В прошлых годах мы выносили за тарифы штрафы за незаконный выпас скота в городской черте, в парковых зонах. Также принимали разного рода решения, в том числе и о долгосрочных постройках в скверах, парках и площадях, носящих имена наших бывших президентов и общественных деятелей, ну и многое другое, которые в рабочем процессе проходили у нас, есть эти решения.
которые мы потом рассылаем, естественно, в разные инстанции. Это также администрацию президента, парламент, прокуратуру, в администрацию и сотрудники подразделений и отделов Гаевского района руководствуются этими решениями. С какими вопросами, проблемами к вам обращаются чаще всего жители района? Основной проблемой населения сегодня является, как мы все знаем, то, что проблематичное документирование района проходит, и в основной своей массе к нам обращаются люди, которые, кто-то в преклонном возрасте, кто-то плохо владеет языком и так далее. И у них получаются какие-то недопонимания в разных отделах. Это есть, допустим, такие ситуации происходят, когда человеку нужно разъяснить тот же ценз проживания 10-летней давности. Если не хватает, то человек, получивший однажды вид на жительство, повторно не может сдать документы на его продление или получение заново. Поэтому я хочу, пользуясь этим случаем, выразить огромную благодарность сотрудницам паспортного отделения нашего района. Они по первому звонку, по первому обращению делают то, что в их силах, то, что им позволено законом, и любую нашу просьбу, любой наш звонок не оставляют без внимания. Да и сами они, в принципе, и без нашего участия занимаются своим делом, но в данном случае я имею в виду тот момент, когда мы выполняем коммуникативную функцию между гражданином и сотрудником. Сотрудницы, в данном случае там женский коллектив отдела паспортного отдела Гаевского района, добросовестно выполняют свою работу и реагируют секундно, я бы так даже сказал, на наши звонки, наши обращения. И в основном происходит проблема в этом обращении жителей к нам. Есть какие-то земельные вопросы, есть документирование каких-то участков, домов и так далее, когда люди что-то недопонимают, то имеют возможность обратиться. Мы по силе своей возможности, используя нашего юриста, который у нас есть, пытаемся помочь, направить в правильном направлении наших граждан. У районного собрания с администрацией района хорошие взаимоотношения. Мы ежегодно утверждаем районный бюджет, ежегодно вносим по ходу рабочего года изменения в этот бюджет по доходам, по расходам. И помимо этого районная администрация реагирует на наши просьбы и обращения, и, соответственно, мы пытаемся улучшить совместной работой, пытаемся улучшить жизнь в районе, поднять ее уровень на хорошую планку, и теми, как говорится, небольшими ресурсами и возможностями, имеющимися у нас в районе, мы совместно пытаемся хоть на немного улучшить жизнь труженика, жизнь гражданина района. Расскажите о депутатских инициативах, о ваших инициативах. В данное время наш депутатский состав составляет 10 человек. Вообще по квотам, по местам это 11 мест, но в связи с тем, что один из наших коллег, Алик Бигвава Шамилевич,
скончался преждевременно, ушел из жизни, Царство ему небесное. Мы вывели его из состава депутатов, и вот на ближайшее время должно будет это место дополнено еще одним депутатом. И в полном комплекте наш корпус составляет 11 человек. Каждый депутат избирается по своему избирательному округу, и, соответственно, в дальнейшем он оглашает те проблемы или задачи, которые ему преподносят его избиратели. Мы здесь принимали очень много вопросов, и это с починкой дороги неоднократно в сельских местностях у нас очень быстро портятся дороги. Естественно, на асфальтирование, к большому сожалению, у района нет возможности, но элементарно хотя бы засыпать и разровнять ее грейдером. По нашему обращению глава администрации реагирует, и администрация района идет навстречу нам в этом плане. Помимо этих проблем, депутаты по своим округам и со своими избирателями занимаются решением вопросов разного рода. Повторяюсь, говорю, это то же самое, связанное с документами, с земельными какими-то вопросами, с жилищными вопросами. Бывает очень часто, когда депутаты со своими избирателями по определенным вопросам выезжают в Сухум и решают их там на месте. Каждый из наших депутатов пытается добросовестно выполнить те задачи, которые на него возложили его избиратели. 23-й год вот уже подходит к концу. На ваш взгляд, каким был этот год? Продуктивным? Много ли вам вопросов, проблем удалось решить? Решить хотелось бы, конечно, намного больше, но мы все видим, какая ситуация вообще складывается вокруг, да и в мире в целом. Сегодня очень сложный период переживает не то, что наш район, республика, а в целом весь мир переживает очень сложные времена. И в это время все же я бы хотел сказать, что работы проводятся. В данный момент люди убирают урожай, осенний урожай. Был проведен праздник, День города, все были приглашены, гости со всей Абхазии, все видели, как все это происходило. Многие мероприятия были проведены, в том числе связанные с Днем Победы и так далее. Положение дел затрудняется у нас в основном тем, что район наш дотационный. И найти какие-то большие финансы на вложение каких-то дел, работ и так далее, в принципе, за исключением нескольких, одного-двух случаев, там были заложены поля, голубики и так далее. Но вот в основном тут на Перепадной у нас ГЭС, рыбным хозяйством занимаются ребята. Но вот за исключением вот этих вариантов у нас, к сожалению, пока в районе нет таких своих финансов, которые можно было бы вложить в какое-то большое дело и привлечь к этому работоспособное население. Но в будущем есть надежда, что как-то район будет более широко развиваться в плане сельского хозяйства, в плане скотоводства и так далее. Появятся свои деньги или же будут привлекаться абхазские бизнесмены, которые смогут вложить какие-то суммы для поднятия района. Мы, конечно же, будем этому рады и всеми возможными способами и силами помогать этому делу. Правильный выбор профессии – залог успешного будущего. Как не ошибиться и принять верное решение, куда поступать после 9 или 11 класса – вопрос сложный, но вполне решаемый. Именно для таких целей проводятся классные тематические часы и беседы. С будущими студентами и представителями районного отдела образования пообщалась Анжела Убелава.
Большинство школьников еще задолго до окончания школы знают, кем хотят стать, какую профессию выбрать. Но есть и те, у кого вопрос, куда поступать и на кого учиться, встает только после выпускного класса. Одно точно – почти все, кто поступают в вузы, колледжи и училища Абхазии, востребованы, трудоустраиваются и не остаются без работы. По АГУ последние несколько лет мы стабильно держимся от 15 до 20 поступающих. И при этом ежегодно мы получаем уже на выпуске студентов, которые у нас внедряются активно в систему образования, являются учителями. В текущем году у нас пополнился запас учителей с 7 выпускниками. Большинство из них уже устроены, некоторые еще нет. Ну, как только появятся вакансии, естественно, они тоже получат свое место работы. Как не ошибиться и принять верное решение, куда поступать после 9 или 11 класса, чтобы потом не сожалеть о своем выборе? Вопрос сложный, но вполне решаемый. Именно для таких целей учителя проводят классные тематические часы, беседы, где подробно рассказывают о востребованности той или иной профессии в определенном районе и городе. Ведь профессия должна не только позволять реализовать потенциал человека и нравиться, но и давать возможность зарабатывать. Меня зовут Заракова Майя, мне 17 лет. Я хочу поступить в Абхазский государственный университет на педагогический институт. А почему приняла такое решение именно Ну, мне с детства нравилось. Педагогика? Да, педагогика. Меня зовут Салами Худжава, мне 16 лет, в 11 классе. Хочу поступить в медицинский университет, пока не определилась, какой, может, Россия, может, вот. Может, здесь. Поняла. Да, посмотрела какие документы. Почему не определилась? Ну, пока нет у меня документов, чтобы поехать в Россию, учиться там. Если получу документы, возможно, поеду в Россию. Меня зовут Скитария Георгий, мне 17 лет. Я хочу поступить в Сухумское государственное училище на хореографа. Меня зовут Анна Вардани, мне 16 лет. Я хочу поступить в медицинский университет, так же, как и у нее. У меня еще нет документов. Как только решу эту проблему, то потом, возможно, даже и в Россию поеду учиться. Почему ты решила стать медиком? Кто тебе помог принять это решение? А я сама это решение приняла, потому что мне нравится это дело, и думаю, что я готова к этому. Семья и школа помогают детям с выбором профессии, но есть выпускники, которые сами четко понимают, почему выбрали ту или иную специальность и хотят поступить в тот или иной вуз, а также знают, какие перспективы ждут их по окончанию учебы. Скажи, пожалуйста, кем ты хочешь стать и куда хочешь поступить? Ну, я хочу стать программистом. Мне сейчас 13, я хочу стать или музыкантом, или программистом. Доктором? А почему ты решила стать доктором? Потому что меня интересует. Тебе нравится эта профессия? Да. Меня зовут Анна Цатава, мне 11 лет, я учусь в первой школе. Первой школе. Ты решила уже, кем хочешь стать? Да. Я хочу стать дизайнером одежды. Чтобы не ошибиться и принять верное решение, куда поступать после 11 класса, первое, что следует сделать, выбрать правильное направление. Ну, чаще всего наши выпускники поступают на специальности в Абхазии, это в АГУ, больше преподавательского рода, на биологию, физику поступают, на математику поступают. В текущем году, в мае, было 14 выпускников, которые поступили на эти специальности. Довольно активно у нас идет направление по поступлению на филологические факультеты, английский язык, русский язык. То есть с этими преподавателями у нас практически нет никакой проблемы. В Россию у нас в последние 2 года стали поступать учащиеся, их 10 человек за последние 2 года, по 5 человек ежегодно. У нас в последнее время активно идет развитие сотрудничества с Россией в различных направлениях. Это прежде всего МАДИ, один из таких наших лучших партнеров, наверное, потому что за последние 2 года они очень много сделали для того, чтобы выпускники школ Гальского района поступали именно в этот вуз. За это им, конечно, благодарность. Также с нами работает Россотрудничество. Есть специальная программа, которая рассчитана только на наш район.
по ней работают определенные люди, и у нас практически ежегодно есть возможность отправить уже в различные вузы, кроме МАДИ, и не только московские, но и иные, по различным направлениям, даже медицинское направление есть, наших выпускников для обучения в соответствующие вузы. Наша деятельность, конечно, связана с тем, чтобы активно пропагандировать поступление в местные вузы и вузы России. Бывают определенные трудности, в частности, бывают языковые барьеры, которые существуют в нижней зоне и верхней зоне, но городские школы, естественно, такого барьера не имеют и поэтому могут поступить. Другое дело в том, что сегодня высшее образование является такой вещью, которая не всегда привлекательна для учащихся. Некоторые предпочитают в принципе не поступать в высшее учебное заведение, а поступают в иные, профессионально-технические. У нас достаточно активно поступают учащиеся в наш колледж, особенно по направлению кондитерского дела и повара, поскольку это является востребованным. Поэтому там тоже у нас ежегодно есть поступающие. Есть в иные какие-то музыкальные училища сухумские поступают, в художественные. У каждого есть предрасположенность к определенному виду деятельности. У кого-то это интерес, а у кого-то способности и талант. У меня выпускники в этом году поступают на медицинский университет, хотят поступить. Если, конечно, проблемы с документами не будут, в российские вузы хотят поступить. Ну вот наши выпускники в прошлом году 4 поступили в МАДИ в городе Москву, и они получают огромное удовольствие от учебы там. И мы, руководство школы, агитируем, конечно, наших выпускников поступить в Абхазский государственный университет, Сухумский открытый институт тоже. Но у нас очень большая проблема с документацией. Дети не имеют документы, и это, конечно, понятно, что после поступления не получают диплома. У меня есть коллега моя выпускница, она сейчас работает с нами, тоже преподает биологию, закончила Абхазский государственный университет, но пока без диплома, так как проблема, опять же, в документах, нету документов. В мире есть вещи, которые мы не можем выбирать. К ним относятся историческая эпоха, страна, в которой мы родились, родители. Все остальное так или иначе зависит от нашего выбора. Профессия в том числе. Поэтому очень важно правильно выбрать профессию, чтобы она была интересной и соответствовала желаниям и возможностям, приносила радость и достойно оплачивалась. Анжела Белава, Тея Басария, Бату Баблая, Борис Цацуа, Гал Медиа. О здравоохранении. Можно ли узнать о своем здоровье за считанные секунды? Акция «Сахар в норме» прошла в Абхазии 14 и 15 ноября в Ткварчале, Гале, Ачамчире, Сухуми, Гудауте, Пицунде и Цандрипше. Ее провела общественная организация «Диабетическое общество Абхазии» в партнерстве с Министерством здравоохранения и при финансовой поддержке Фонда социально-культурных инициатив. ЦРБ города Гал поддержала ежегодную акцию. Репортаж Илоны Микава. 14 ноября в Международный день борьбы с диабетом общественная организация «Диабетическое общество Абхазии» в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики при финансовой поддержке Фонда социально-культурных инициатив Абхазии провели в ЦРБ города Гал ежегодную акцию «Сахар в норме». Сегодня любой посетитель больницы совершенно бесплатно мог пройти исследование крови на содержание сахара экспресс-методом. В Центральной районной больнице города Гал уже 3-й год проходит акция ко дню борьбы против диабета. А в этом году мы ездили по селам, по Гальскому району, в сельских амбулаториях. Тоже было обследовано 187 человек, из которых у 11 первый был обнаружен сахарный диабет. Они были направлены для обследования, для проведения соответствующего лечения. Одна из задач акции – предупредить опасный недуг. Вначале сахарный диабет невидим, бессимптомен и как будто бы не страшен, но позже он даст о себе знать неприятными симптомами. А в запущенной стадии болезни возможна почечная недостаточность, ампутация конечностей, кома. Между тем, узнать о сахарном диабете можно за считанные секунды. Нужна лишь капля крови и глюкометр. Но, к сожалению, у многих не хватает времени, чтобы уделять больше внимания своему здоровью. Кроме того, многие ошибочно полагают, что сахарным диабетом страдают люди старше 45 лет, в то время как сегодня этим недугом болеют подростки и даже дети.
Чтобы не допустить развития сахарного диабета и минимизировать негативные последствия на организм, врачи рекомендуют в профилактических целях периодически проводить контрольные измерения уровня сахара в крови, даже абсолютно здоровым людям. Наша задача каждый год сделать что-то новое в этой акции. Если мы в прошлом году добавили количество дней, когда люди могли измерять сахар, то в этом году акция носила еще и выездной характер. В течение недели бригада врачей выезжала в села, чтобы измерять людям сахар. Есть очень большое количество людей, которые просто не могут приехать и принять участие в этой акции, поэтому очень целесообразно приехать к ним. Самое интересное то, что действительно эти выезды показали нам, что действительно нужно выезжать, что в селах проблема гораздо серьезней, что практически, можно сказать, каждый шестой человек с нарушением углеводного обмена, с повышенными сахарами. И, к сожалению, это люди старшего возраста, и они не обращают внимания на симптомы, они игнорируют все, что им говорит их организм, но, к сожалению, все это приводит к осложнениям. Наша задача увидеть эту проблему в самом начале, когда можно какой-нибудь одной таблеткой, незначительным назначением изменить ситуацию к лучшему и избежать тех осложнений серьезных, которые будут впоследствии. Мы занимаемся психологической помощью, часто даже юридической поддержкой, вообще защитой прав людей с сахарным диабетом. Возникают разные проблемы. Действительно, когда есть вопрос и сложности с снабжением тем же инсулином, тест-полосок, мы не помогаем, допустим, тем же инсулином, но мы можем помочь человеку в сопровождении решения этого вопроса на государственном уровне. Сахарный диабет – очень серьезное хроническое заболевание, которое развивается вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона поджелудочной железы – инсулина. Основным симптомом диабета является повышение уровня сахара в крови. Ученые пока не придумали средства, способные вылечить человека от этой болезни, но существуют эффективные методики, которые помогают контролировать диабет и не позволяют ему перейти в более тяжелую стадию. А так вот к вам в Галскую ЦРБ часто обращаются с подобными проблемами? Да, конечно, обращаются. Вот сколько у вас пациентов, которых вы лечите на сегодняшний день? У меня на учете 284 человека первого типа и второго типа. А в чем вот разница между первым и вторым типом? Первый типом обычно болеют люди молодого возраста, дети болеют и до 35 лет. А второй тип это уже от 30, от 40 и выше. Но бывает второй тип, который переходит уже на первый тип из-за того, что там нету инсулина поджелудочной железы, когда поджелудочная железа не может вырабатывать столько инсулина, чтобы регулировать сахар, глюкозу в крови в течение дня. Поэтому приходится переходить потом на первую форму. Есть какая-нибудь помощь, поддержка болеющим диабетом? Бесплатные лекарства, препараты, что-нибудь? К сожалению, только инсулины. Больше пока ничего не получили. Инсулинотерапия, да, выдаем препараты бесплатно. Насколько я помню, у вас тут открывалась школа диабетиков. Да. Она работает по сей день? Конечно, работает. И каждый, кто приходит, кто не участвует в программе, допустим, кто приходит, мне приходится это все заново каждому все объяснить. Акция «Сахар в норме» проходит во всех районах Абхазии. Общее количество прошедших сегодня проверку на сахар к 2 часам дня составило 1550 человек. В Галской ЦРБ экспресс-тест прошли 64 человека. Повышения нормы сахара выявлено не было. Если у человека в результате анализа будет обнаружено превышение нормы сахара в крови, ему в обязательном порядке рекомендуется обратиться к врачу-эндокринологу для дальнейшего обследования. Необходимо вовремя начать лечение и предотвратить развитие осложнений. Илона Микава, Борис Цацуа, Бату Библая, Галмедиа. Новости культуры. Благотворительный фонд развития и поддержки абхазо-российских гуманитарных инициатив и фонд поддержки развития проекта в области культуры «Мост искусств» договорились о сотрудничестве. Документ подписали 17 ноября на полях форума Объединенных культур в Санкт-Петербурге председатели фонда Дауркова и Ханс-Йоахим Фрай, а также президент Моста искусств Виктор Ямпольский. Соглашение предполагает взаимодействие в целях духовно-нравственного просвещения, гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, сохранения традиций, реализации творческих проектов и программ.
Постановлением Кабинета министров утвержден производственный календарь на 2024 год. В связи с совпадением выходных и праздничных нерабочих дней переносятся следующие выходные дни. 31 декабря 2023 года – воскресенье, на 9 января 2024 года – вторник. 6 января – суббота, на 10 января – среду. 7 января – воскресенье, на 11 января – четверг. 14 января – воскресенье, на 15 января – понедельник. 5 мая – воскресенье, на 6 мая – понедельник. В целях рационального использования выходных и праздничных дней рабочий день 12 января, пятница, объявляется выходным нерабочим днем. Пасха, воскресенье Христово, отмечается воскресенье 5 мая. Следующий за ним понедельник 6 мая будет нерабочим днем. Немного о спорте. Лошадь по кличке Радеда Надара Цишба заняла первое место в скачках на приз закрытия скакового сезона на Павловском ипподроме 18 ноября, сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту. Скачки проходили среди лошадей 3 лет чистокровной английской породы на дистанции 1800 метров. Всего в них участвовало 11 лошадей. На этом пока все. Мы остаемся следить за новостями Галского района и всей республики. До скорой встречи на телеканале Галмедиа. Абзерес!